Северный культурный форум открыли награждением деятелей культуры. Педагоги, артисты, художники, библиотекари сразу получили положительный заряд. Впрочем, как отметили сами сотрудники отрасли, мажорный – это как раз тот лад, на который настроилась культурная жизнь в Коми в последнее время. Это отметил и представитель Федерального профильного министерства. Динамично развивающаяся отрасль во многом определяет векторы развития культурного пространства Северо-Запада. В республике рост труда за год превысил 30%. Это огромный рост, это огромный показатель. Целых 11% детей здесь привлекается в республике к участию в творческих программах, в творческих мероприятиях. Я напомню, что по России у нас процентов 7, то есть почти в 2 раза превышение. Крайне востребована и развивается программа по реконструкции и строительству культурно-досуговых учреждений. И самое главное, уровень удовлетворенности населения качеством работы в сфере культуры по итогам прошлого года составляет целых 85%, что тоже, признаюсь, сильно выше, чем в стране в среднем. И все это благодаря тому, что культура в республике находится в зоне особого внимания губернатора и правительства региона. Год культуры – это только начало преобразований в Коми. В свою очередь ответил глава, что уже сделано и что только намечено, возможно, благодаря федеральной поддержке. 2017 год мы завершили достаточно внушительными цифрами. Объем финансирования сферы культуры у нас был увеличен на 51%. В этом году мы сохранили динамику финансирования сферы культуры. Много проектов реализуется у нас, и мы будем их реализовывать. И сегодня я хочу действительно поблагодарить всех тех, кто принимает участие в нашей работе. И в преддверии Дня работников культуры хочу вас искренне за это поблагодарить и поздравить. Тенденция федеральной – это программа гастролей, особенно в городах, где театров нет, передвижные выставки, произведения искусства, оснащение сельских домов культуры, модернизация и сохранение интереса к библиотеке. Книгу в руках современного человека можно увидеть все реже, а потому, например, уже в этом году у нас будет объявлена библиотечная реформа. И в этом году мы в 3 населенных пунктах нашей республики реализуем этот проект. Это будут совершенно новые библиотеки, это будет совершенно качественно новый подход к оформлению дизайнерскому, это будет новое увеличенное комплектование, это новая мебель, современная техника и многое-многое другое. Зона для общения. Я хочу просто привести одну цифру, что стоимость одного такого проекта минимум 5, максимум 15 миллионов рублей. В Коми более 300 учреждений культуры. 5-я часть из них уже оснащена новым оборудованием. Строятся современные объекты, обновляются старые. Мы очень довольны тем, что 2-й год реализуется на нашей территории такая федеральная программа, как «Местный дом культуры». И в прошлом году нам удалось на сумму 628 тысяч рублей в Летскую межпоселенческую клубную систему приобрести музыкальное оборудование, которое было распределено среди небольших маленьких клубов, домов культуры этой системы. И это очень помогло нашим работникам улучшить качество услуг для населения. В текущем году эта сумма увеличена в 3 раза. Подготовка кадров – отдельный вопрос. В России еще со времен Советского Союза действует 3-уровневая система – школа искусств, училище, вуз. Наши кузницы кадров блистают на мировом уровне. Воспитанники становятся звездами и лучшими наставниками. 20 лет подряд наша школа, ученики школы представляют наше государство, Российскую Федерацию, на таком серьезном форуме, как международный фестиваль, конкурс молодых детских талантов в Вашингтоне. Раз в 4 года по олимпийской системе. Как я сказал, все эти годы Российская Федерация представлена нашей школой. И нам это приятно, потому что избираются и выбираются лучшие из лучших. Межрегиональное сотрудничество – большой толчок в развитии отрасли сразу для всех участников сторон. Один из таких современных проектов – маршрут «Серебряное ожерелье». Это бренд внутреннего туризма страны, над которым работают 11 регионов Северо-Западного округа. Северный культурный форум – это еще один такой объединяющий проект. Это такой становой хребет, который позволяет нам очень многие вопросы решать уже на уровне федеральном, ставить вопросы совместно с Министерством культуры Российской Федерации, искать помощи
федерального центра. И здесь, конечно, нам огромную помощь оказывают. И путешествующие наши школьники, которые пошли по новым маршрутам, это тоже дорогого стоит. Эти квоты, которые мы сейчас получили, они позволяют нашим учреждениям культуры осознать свою значимость именно вот как организации, которые работают в плане социально-экономического развития. Для меня большая честь находиться здесь, на Северном культурном форуме, для того, чтобы действительно услышать вот эти передовые практики, да, такие важные, да, встречи, они действительно позволяют нам открыть новые и новые какие-то формы, открыть новые какие-то позиции. Гости форума – это и жители Северо-Западного округа, федеральные и даже зарубежные эксперты. Бьорн Стенверт в Коми, а именно в Иркуту, уже приезжал. Преподает в Москве, готов помочь в обмене опытом с остальной частью России и мира. Музейный маркетинг – его любимое дело. Я люблю Россию, я люблю Республику Коми. Я люблю Коми музей. И ты и вам, да? Спасибо. Как сформировать духовные идеалы молодежи, сохранить историческую память, повысить интерес к туристическим маршрутам. Эти и другие темы на разных площадках столицы в эти дни обсуждают более 250 участников форума. Его миссия не только найти вектор дальнейшего развития, но и объединить усилия на культурном поприще. Ольга Коняева, Олег Жуковский, телеканал Юрган.